Меня зовут Камиль, город Москва. А где учитесь? Высшая школа экономики. Супер. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к месяцу Рамадан? Вообще, что это для вас? Вот это что-то такое сильное, что такое вдохновляющее? Или вы считаете, что это просто обязанность мусульманина? Это и что-то сильное, и что-то вдохновляющее, и одновременно это обязанность. Я не знаю, если что-то нам предписано, я не совсем понимаю, как можно ответить на этот вопрос, что это что-то не обязательно. Поэтому это что-то обязательно, что-то, что дает силы, что-то, что укрепляет иман, и что-то, на что реально нужно обратить внимание. Гульнас, салям. Салям. Вот ты как уже врач, как ты относишься вообще к этому времени, к месяцу Рамадан, к ифтарам? Как ты думаешь, вот стоит ли, если там человек должен принимать препараты, стоит ли ему держать сейчас пост? Или ты думаешь, что лучше пока воздержаться, а потом уже, вот, когда пройдет время, когда ему там станет легче, тогда держать пост? Время Рамадана — это священное время для всех мусульман. Конечно, пост нужно держать, но всегда есть исключения. Это определенные болезни, при которых не нужно держать пост. И это сахарный диабет, потому что необходимо есть по времени, да, при сахарном диабете, подкалывать инсулин, либо принимать определенные препараты, метформин и прочее. И не нужно с фанатизмом, конечно, при определенных болезнях держать пост, не нужно прям быть такими сильными фанатиками. Все обдумано, и обязательно необходимо проконсультироваться с врачом о том, что можно ли при той или иной болезни, при хроническом заболевании держать пост. Если же у человека возникает какое-то острое, да, заболевание ОРВИ, либо что-то другое, тогда, конечно же, в острый период держать пост не стоит, потому что это может навредить. Я желаю всем хорошо провести это время в молитвах и с легкостью додержать этот пост. Что есть утром? Вот чтобы это было и полезно, с одной стороны, да, и чтобы слишком сильного нагружения не было, потому что мы все понимаем, что человек кушает, да, читает намаз и потом ложится спать. Нагрузка на организм все-таки колоссальная. Вот как лучше? Может, есть какое-то правило? Сухур, да, утренний прием пищи должен быть в первую очередь сытным. Я советую, как встаете, необходимо выпивать, стараться 1-2 стакана жидкости на голодный желудок после сна, для того, чтобы жидкость, да, поступила в организм и в ткани тела. Сухур, это утренний прием, до рассвета должен быть сытным. Необходимо есть крупы, можно съесть мясо. Для того, чтобы это дало энергию на весь день вам. Конечно же, нужно 2 литра воды в день выпивать, пить воду до приема пищи, поесть, подождать 20-30 минут и потом опять пить, для того, чтобы восполнять жидкость. Не нужно пить единовременно, моментом 2 литра воды, потому что это будет огромная нагрузка на ваш организм, в первую очередь на почки. Что касается ифтара, это вечерний прием пищи. Он должен быть легким. Это должны быть салаты и легкие варианты пищи. Например, можно также есть рыбу вечером. И, конечно же, после этого выпивать жидкость, ждать 2 часа до сна и ложиться спать. Как ты относишься к тому, что вот есть категория людей, которые вот после ифтара, да, вот каждый час кушают сухура, да, сухур покушают и больше не кушают. То есть они как бы едят каждый час. А мы знаем, что когда слишком частый прием, много инсулина выделяется и может развиваться инсулинорезистентность. Что бы ты ответила на этот момент? Пост — это не про то, чтобы голодать, правильно? Пост — это время благословенное, когда необходимо отдавать все свое время на молитвы. Это не про то, чтобы не есть какой-то определенный промежуток времени, а потом взять и накинуться на еду. Нет, это не так. Поэтому каждый час во время ифтара, да, нельзя так делать, потому что, конечно, как сказала Зарина, может развиться инсулинорезистентность, это большая нагрузка на организм, и необходимо все в меру. Для нашего организма, в принципе, много не нужно. Нужно определенные виды
кучи полезных, да, микроэлементов, веществ для построения нашего организма, и все. Много и не нужно. Необходимо определенные, да, виды поступления питательных веществ, белки, жиры, углеводы в определенном соотношении. Каждый час питаться, в этом нет смысла, и это очень вредно для организма. Как делал наш пророк Мухаммад, алейхи вассалям, он во время ифтара, да, выпивал воду и ел 3 финика. Вот. И дальше шел делать, да, намаз и принимать пищу. Вот так и нужно. Я всем советую умеренно, да, без фанатизма, накидываться на еду, вот, знать во всем меру. Меня зовут Юсуп Болат Раисович. Мен өзім Арнема Пирогова деген вузда оқимын. Келешек врач боламын. Бик шәп. Сен инде врач булып, ничек ифтарга относишься? Ифтар ул мөселманнар өчен бик әһәмиятле уршайтым мероприятие, чөнки ураза ул вообще мөселманнар өчен бик әһәмиятле, кадерле вакыт. Һәм үзем ураза тотып, в общем, ифтар для меня очень значимое время, то есть это время разговения, и я очень рад, что нахожусь в штабе, и за это вам благодарен. Супер. А скажи мне, пожалуйста, как вы с семьей обычно празднуете? У вас есть ли там вечерние ифтары, вот когда ты у себя дома? Или, может, вы вместе Ураза Байрам празднуете? Да, к примеру, в прошлом году я возвращался домой вот к себе в Татарстан. Было очень здорово, мы вместе с семьей все держали вот последние дни Уразы, буквально закрыли. То есть мы в крайний день, точнее на Ураза Байрам, мы с отцом вставали рано утром, ходили в мечеть, было очень здорово. А как ты думаешь, вот 500 лет назад наши предки также трепетно относились к этому празднику, вообще к этому времени, или было немножко другое отношение? Да, конечно, мне кажется, в то время гораздо более, в людях больше духовности, мне кажется, то есть вера во что-то большее, во что-то светлое, и тогда было, мне кажется, это более трепетно для наших предков, вот, и они, мне кажется, также с уважением, с пониманием к этому относились и держали пост. Вот для тебя важно, чтобы твоя будущая жена тоже держала пост? Или ты думаешь, что человек со временем к этому сам придет, и лучше никого не надо заставлять? Тут очень, на самом деле, сложный вопрос. Просто с точки зрения традиций и какого-то воспитания, конечно же, это наставление старших товарищей, родителей предпочтительнее будет сказать, что чтобы будущая жена была также мусульманкой, вот, но это жизнь, и в ней бывает всякое разное, как говорится, поэтому тут нельзя говорить наперед, и достаточно сложный вопрос.